Zero Shumas. Хороший, кстати, да, дорогие друзья, повод собраться в очередной раз в студии Апсны Хабар. Это ваша акция. Акция Харах Пицунда. У меня в гостях Агар Балия и Таня Рашид. Добро пожаловать. Спасибо. Обещаю вас сила не задерживать и отпустить вовремя. Вот. 6 часов тебе довелось провести сегодня в УВД, да? А Лия, тебе чуть меньше. Да, 3,5 часа приблизительно. Мы закончим, я думаю, в течение часа. Спасибо. А наших зрителей прошу подписаться. Такое хорошее настроение, потому что за 2 минуты до начала эфира нам зачитали заявление уполномоченного по правам человека. Анна Скишмария сделала заявление, где выразила полную поддержку активистам Харах Пицунда и отметила нарушение ваших прав, свобод, наших прав, свобод. И хочу сказать, что буквально за полчаса до этого в студии у нас была Асида Шакрыл, предыдущая уполномоченная по правам человека, и их позиции совпали абсолютно. Ну, а теперь я попрошу рассказать о сегодняшней акции, которая взбудоражила все интернет и не только интернет-пространство. Рашид, Лия, как, наверное, сперва об идее, а потом уже перенесемся на несколько часов назад, и вы расскажете, как все происходило. Да. Ну, нужно начать с того, что первым вопросом, как все знают, это была отдача в собственность госдачи Пицунда. Вот. И тем самым наше движение приобрело такую популярность, так скажем. Вот. Но, естественно, в дальнейшем выяснилось то, что Пицунда — это не единственный вопрос, который нарушает законы Республики Абхазия. Вот. Один из таких, как сказать... Вызывает беспокойство. Один из вызывающих беспокойства. Один из вызывающих беспокойства. Вот. И мы, как молодежное движение, активисты, решили выразить снова свою позицию с несогласием с правительством по ряду вопросов. Это энергетика, это закон о партотелях, вот. И в целом о нарушении земельного кодекса. Ну, я тут скопировал все ваши заявления и цитаты. Здесь есть цитаты Владислава Григорьевича Арцинба, Фазиля Искандера. Вы выступаете против апартаментов и многих других важных вопросов, да, как народовластие и так далее, так далее. Ну, в принципе... Незаконные застройки. Да, застройки, да. Это Абхазия — это не аукцион, да. Земля — народ не товар. Цитируйте песни известные военные, цитируйте абхазские пословицы и поговорки, но в этом обнаружили некое нарушение общественного порядка, закона и так далее. Тогда мы перейдем вот ко второй части. Лер, да. Расскажи, пожалуйста, это твой первый опыт задержания и как он происходил? Да, это мой первый опыт задержания, это было очень неожиданно для нас. Особенно, наверное, неожиданно то, что нам стало известно, что нас ожидали еще с вечера, да, то есть они фактически за нами следили. И во время проведения акции у нас ребята разделились на несколько групп, несколько локаций у нас было, где мы хотели вот развесить свои баннеры и выразить свою позицию, но так случилось, что некоторых ребят остановили еще до начала акции, а кого-то прямо у дома, у нашего подъезда, у нашего двора стояла машина, которая следовала за нами, и вот нас она во время уже развешивания плакатов, баннеров, мы вот были остановлены. И плакаты у нас изъяты. А как сам процесс происходил? К вам подошли? Ну, мы спустились с эстакады, вот моя группа, мы успели повесить на эстакаде, на турбазе на эстакаде, и когда мы собирались выезжать, перед нами остановилась машина, нас попросили выйти, мы сказали, что настаивают на беседе, мы попытались выяснить, нас задерживают или все-таки с нами беседуют, нам сказали, что это настоятельное.
беседа, и мы должны в этом поучаствовать. Мы не считаем, что мы должны оказывать здесь сопротивление, хотя мы прекрасно понимаем свои права, мы знаем, что мы не нарушаем никаких законов, но мы считаем, что у нас нет такой задачи кому-то оказать сопротивление, где-то с кем-то поссориться. Мы решили, что раз с нами хотят поговорить наши старшие, да, и все-таки сотрудники органов, мы поговорим. Ты Мы дождались, перебью. да. Тут еще стоит отметить то, что перед началом акции самой мы, естественно, ознакомились с законодательством, нарушаем ли мы закон и административный кодекс, и уголовный кодекс. Удостоверившись то, что мы не нарушаем никакой из законов. Да, вот. конечно, у нас есть Естественно, да. юристы. То есть вы были в готовы, группе. да? Я, например, были сама готовы, юрист. да. Мы знаем, мы разбираемся. В конце концов, у нас есть друзья, с которыми мы консультируемся. Мы говорим, мы знаем о том, что мы не делаем ничего противозаконного. Поэтому мы знаем также, что вот на первой акции, когда у нас было шествие с элементами демонстрации, мы согласовали это действие, это мероприятие. Ни у кого не было к нам вопросов. Нас сопровождали сотрудники милиции и совершенно без проблем. Но в этом вопросе здесь ведь дело не в том, что мы не захотели и мы не сделали, а дело в том, что не было необходимости, нет норм, которые нас к этому действию ограничивали, да? Да. А что говорили вам правоохранители? То есть я там хочу было вот для очень много зрителей, разных. Мы сейчас не можем вот рассказать все, что происходило, потому что я вижу, вы утомились, Да, это с раннего утра сегодня происходит. Но как происходило взаимодействие ваше и правоохранителей, потому что вы подготовились, вы говорите, что мы не нарушаем законы. Да. Что на это отвечали вам сотрудники? Ну, честно говоря, было много разных ответов, но оснований никто так и не смог нам... Я лично не поняла, на каком основании. Вот мой вопрос, на каком основании нас задерживают, для меня он остался без ответа, потому что в итоге, когда изначально это была просто беседа, потом оказалось так, что мы пишем объяснительную, да, где мы подписываемся, а дальше уже на нас собираются составлять протокол и административное правонарушение, статья 166 «Мелкое хулиганство». Мы, конечно, были удивлены, конечно, статью нам не зачитали, но мы ознакомились со статьей, где мы прочитали вещи, которые мы совершенно не несли. Извини, нужно отметить то, что сначала, когда мы задали вопрос, какую мы статью нарушили нашего законодательства и какой именно кодекс мы нарушили, ответ сначала не был дан. Во время задержания приглашение на беседу. Да, на беседу. Далее уже, когда в течение пару часов, когда мы уже все написали объяснительные, и когда объявили то, что составляет протокол, только потом уже они сказали то, что нам вменяют именно 166-ю статью, часть 1, мелкое хулиганство. Вот. С которой, естественно, мы не согласились и объясняли им то, что наши действия не подпадают под эту статью. По сути, на это не было, на это они не дали ответ никакой. Вот. Мне, знаете, что интересно? Мне интересна такая вещь. Они за вами следили, да? Мы То так есть вас поняли, что... Так поняли, да. Вообще, ввели, да, как это да. в терминологии. Мы спросили, по какой причине вы нас задержали, они сказали, это была оперативная наводка. Вот. То есть им кто-то сказал, чтобы за нами проследили, и они посчитали нужным. То есть, нам вначале давайте сказали, логически... а нам, когда нас остановили, я даже не знаю, говорить мне задержали или просто пригласили беседовать, потому что когда тебя приглашают беседовать, ты можешь уйти, я так подозреваю, но такой возможности у нас не было. Но вам сделали приглашение, от которого вы не смогли отказаться. Да, мы не смогли отказаться от приглашения, но вот во время вот этого приглашения на беседу нам объяснили, что очень странным показался вот парень из нашей группы, который в итоге вот сидел потом с Рашидом около 6 часов, да, вот они увидели его на дороге, и вот он показался им странным, почему он в 5 утра находится вот... Хорошо, я просто, вы понимаете, вот здесь, мне кажется, нужно расставить все точки над «и», и нужно говорить откровенно. В том смысле, что у вас несколько групп,
в разных частях города, да? Я правильно понимаю? Да. Да. Потому что у нас были беседы, да? И каким-то образом в разных частях города в там, 5-6 утра Не спят правоохранители, сотрудники уголовного розыска. и вот как-то вот странно, такая у них оперативная информация была, что вот вас нужно задержать. Поэтому мы можем здесь логически прийти к выводу, что за вами следили, знали, что вы Готовы на выйдете акцию. на акцию, но при этом статью-то не придумали. Вот вот понимаете, вот мой вопрос в чем заключается? То есть, как бы, да, они знали, что вы выйдете на акцию, но не знали, с Заранее чем вас ловить. подготовились, до Да. конца не подготовились. Да, то есть, как бы, и вот, Рашид, я знаю, что ты не успел поучаствовать, Да, скажем я так, не успел полноценно поучаствовать, вот в да, я акции. только ехал, чтобы начать проводить акцию. Вот, нас остановили и попросили, ну, предоставиться, точнее, представиться, да, и открыть багажник. На нем спросили, что в багажнике, я говорю, личные вещи. Они открывают, баннеры видят, спрашивают, а что это за баннеры? Я говорю, там с разными цитатами, говорю, для чего? Для себя. Вот, после чего они попросили, давайте поедем, вот, ну, это получается рядом вот с Сухумбанком, рядом с УВД произошло. Попросили проехать во двор УВД города Сухум, чтобы там раскрыть эти баннеры и посмотреть, что там написано. Как сказали, в спокойной обстановке. Ну, я сказал, почему бы здесь не раскрыть, как бы тут скрывать нечего же. Но они культурно попросили, мы не отказались, естественно, мы не сопротивлялись, заехали во двор, сразу же достали баннер, кстати, с очень интересной фразой: мы страну в казино не проигрывали, хватит продавать наши земли. Вот. И они раскрыли, сфотографировали баннер и попросили нас подняться наверх для того, чтобы написать объяснительный акт. Вот. Причем, когда говорили про этот объяснительный акт, сказали, вы напишите и уйдете. Вот. То есть это единственное, что мы сейчас от вас требуем, это объяснение, почему вы выехали рано утром, что вы хотели делать и так далее. Вот. Далее вообще нужно тоже также отметить то, что так как мы не успели поучаствовать в акции, был задан вопрос, за что задержали. Вот как раз таки тогда сказали, то, что была оперативная наводка, говорю, хорошо, но факта, как вы говорите, нарушения не было. Вот. Почему нас тогда сейчас привели на опрос, так скажем. Он говорит, ну вы же хотели совершить действие. Намерение у вас Да, было. намерение у нас было, да. То есть, по сути, они приняли нас за догадки, так скажем. Вот. Далее уже после опроса уже мы знали то, что ребят тоже доставили в отделение УВД. С ними также проводили такие же беседы, все писали объяснительные. Вот. И мы надеялись, что напишем и нас отпустят. А также мы спросили у них, после того, как мы напишем объяснительные, мы можем дальше выйти и продолжить нашу акцию. На что сотрудники сказали, да, конечно, без проблем. И это было произнесено, причем несколько раз. Но когда мы написали объяснительные, нас собирают в одном кабинете и говорят, что на нас составляют протоколы о том, что мы нарушили административный кодекс Республики Абхазия. Вот. Ну, и вы, вот еще- конечно, акцию не смогли продолжить. Не, мы не смогли ее продолжить, к сожалению, не смогли продолжить. Некоторые баннеры нам удалось повесить, но их практически сразу Да, в сняли. течение 10 минут. Да. Там вот даже за группой одной, видимо, тоже, может быть, ехала машина, так как их не задержали, но все баннеры, которые они повесили, там было 3 баннера, они проехались тоже вот так, через 10 минут их уже не было. То есть их вот в течение 10 минут уже не было. Ну, это подтверждает как раз Да. эту мысль, что за вами следили, Да. готовились. Вот вы готовились к акции, и параллельно с вами тоже готовились Сотрудники милиции тоже к акции. готовились. Какая вот ваша дальнейшие действия, что вы будете предпринимать? Потому что мы вот сейчас зачитали нам заявление уполномоченной,
ваши баннеры, которые вы потребовали, я видел, вернуть, их не вернули. Что вы будете дальше предпринимать вот в рамках этой акции? Мы будем требовать вернуть, конечно, это одно из наших действий. А так мы будем делать все для того, чтобы наши права были восстановлены и Чтобы мы были услышаны как Да. минимум. Нет ли у вас ощущения, что вот мне вот так кажется, что это была попытка больше запугать, чем... то есть... у меня было ощущение, что это попытка сорвать акцию, потому что запугать нас... у меня не было ощущения, что меня пытаются запугать, честно говоря. У меня было ощущение, что это было для того, чтобы остановить вот нашу какую-то деятельность, но сами общались достаточно вежливо. Другой разговор, что, конечно, это все незаконно. Да, это все незаконно, но вот мы как-то... У нас было просто... Вот как случилось так, что просто мальчиков наших оставили, а девочек попросили уйти. Как И у это нас, было? конечно, были какие-то опасения. Нам не хотелось... Вот, во-первых, мы попросили, чтобы нас на равных условиях судили в таком случае. Да? В кавычках. Да, в кавычках судили. Потому что еще очень интересный момент, что никто из мальчиков фактически не участвовал в исполнении акции. То есть все, кто вешал, были девочки. Мальчики просто не успели, Так получилось, да, и мальчики не успели поучаствовать, но вот мы считаем, что это несправедливо. Ага. Хотите разделить это на всех? Да, мы оказывается, тогда да. посчитали, что это несправедливо, да, в отношении наших ребят. И я имею в виду вообще общую нашу позицию, это несправедливо, и мы будем стараться как-то вот законным, наверное, привлечь к ответственности тех, кто нарушает наши права. То есть вы будете дальше Да, конечно. обращаться в прокуратуру и так далее. Конечно. Тут еще один важный вопрос. Этот вопрос я поднимал еще и на предыдущие наши с вами беседы. Это кто вас спонсирует? Это очень важно понять, что это были за баннеры, как вам удалось их напечатать или... Я так поняла, сейчас еще экспертиза будет, да, Да. раз оставили наши баннеры это для очень того, интересно. чтобы с ними Экспертиза ознакомиться какого поближе. рода? То есть текст? Ну, был- вот смотрите, я подсказала, наверное, когда я пыталась выяснить, зачем наши баннеры здесь. Мне говорили, что они не знают, зачем они их оставили у себя. Я сказала, может быть, вам нужна экспертиза. Ну и как-то вот мы договорились, что это, наверное, будет Так вот, откуда экспертиза. это пошло? Да, я думаю, что да. Вот, видимо, какая-то экспертиза. Какого характера эта экспертиза должна быть, мы так и не поняли. Но мы с ребятами, нас достаточно много, мы имеем возможность, мы работаем, мы имеем возможность скинуться и купить на том же Озоне, заказать, вот что мы и сделали, собственно. Но, правда, у нас не было возможностей, не хватило возможностей на то, чтобы распечатать, да, на них надпись. Поэтому мы делали это вручную много дней, мы собирались вечеров, что видно на наших баннерах, да, мы купили краски здесь в канцелярском магазине, и вот от руки там немножко замучились, но смогли это сделать. Это наше творчество. Это не просто, честно Баннеры говоря, у нас да. handmade. В общем, да, выстраданные и с таким творческим, все эти цитаты, в том числе мы наносили вручную, выстрадали и переживали все это, и вот так. Еще вопрос. Как долго вы готовились к этой акции и как вы, скажем так, выбирали эти цитаты и выбирали эти лозунги? Тоже долго. Это очень долго мучительно. было, да. Мы, наверное, месяца полтора точно готовились к этой акции. Причем как раз-таки одним из самых долгих процессов был выбор лозунгов. Вот. Чтобы, естественно, эти лозунги, они не нарушали никакие законы, начнем с этого. Лозунги, которые Отвечают были нашим... Да, нашей позиции отвечают, которые, да, и лозунги тех людей, которые стояли у истоков становления нашей республики. Вот Владислав Григорьевич Арзенба, вот его цитата мы разместили на баннере, а также были цитаты Фазиля Искандера, вот, и из Конституции цитаты. Да, цитаты Тут у из вас еще есть статьи. цитата действующего президента. Ни Да, о какой да. форме продажи земли в Абхазии не может
идти речь. И кстати, эту надпись вы успели повесить или нет? Эту надпись я не помню, успели или По-моему, нет. нет. По-моему, не может быть, успели. Нет, к ее и не сняли. сожалению. бы, Да. да. Возможно, бы и не сняли, но, по крайней мере, президент высказывался, и мы решили это тоже отметить. Напомнить, Да, да, мы напомнить решили то, немножко напомнить, что вот он говорил. такое мнение есть. Но, кстати, еще был один забавный и интересный, мне кажется, факт. Сегодня один баннер не сняли. Это как раз высказывание Владислава Григорьевича не сняли правоохранительные органы. Но потом появилось в сети видео, что все-таки его сняли. Да. И как оказалось, это сняли неравнодушные наши граждане, которые побоялись, что снимут этот баннер представители силовых структур, и сделали это сами, чтобы сохранить себе речь. Мне кажется, это такая хорошая, приятная демонстрация поддержки вашей Да, сегодняшней инициативы. И еще я хочу добавить, что ряд общественных организаций, просто неравнодушных граждан, тоже присоединяются к этой акции и уже заказали баннеры и планируют печатать и вывешивать по всей столице. Я надеюсь, что и по всей Абхазии тоже. Как вы, кстати, относитесь к этой поддержке? Вас периодически поддерживают, но анонимные какие-то аккаунты в том числе критикуют. Как бы есть у вас. Мы рассчитываем, конечно, на то, что люди будут не просто реагировать лайками, но и как-то поддерживать нас вот именно так. Это очень важно, что люди решили сами снять, да, чтобы сохранить. Наверное, это значит, что у нас одно видение, один взгляд и общее переживание. Вот так. Ну, то, что люди с нами, они нас поддерживают, это очень важно тоже понимать и знать. Потому что это тоже как-то нас мотивирует и мотивирует на дальнейшие какие-то отстаивание своих позиций и своих прав. Ну, вы продолжите или как? Ну, я как бы знаю, как я думаю, знаю ответ, но все-таки хотелось бы от вас услышать, чего добились власти сегодняшней акцией? Ну, они повысили интерес к акции. Да. Конечно, да, конечно, именно так и сделали. Я считаю, что это вот то, что мы обсуждали до этого, это поддержка не нас. Для меня это, конечно, не совсем поддержка движения, это поддержка нашей идеи. Это значит, что у людей есть запрос на реагирование на такие проблемы. И люди к этому готовы, я думаю. А то, что случилось сегодня утром, только как-то подогрело, наверное, интерес к тому, что мы делаем. А так они бы висели, люди бы, наверное, фотографировали, реагировали бы. Но то, что случилось сегодня, делает нас сильнее. Ну, в какой-то степени вы можете поблагодарить, да, за такой расширенный пиар. Если честно, то да. Можно поблагодарить, но при этом возмущения не остаются, так как сегодня было показательно, что правоохранительные органы сами действуют не в рамках закона. Это, кстати, отметили омбудсмены, это очень важно, и адвокаты. И я помню, что и адвокаты тоже, да, не сразу допустили. Да, адвоката не сразу допустили, требовали допустить адвоката, его в течение 40 часов держали, 40 минут часа держали внизу, не запускали. Вот. И спустя это время его запустили все-таки. И, в принципе, также МВД, они когда опубликовали, так сказать, сводку свою, они там упомянули то, что мы отказывались подписывать эти протоколы без присутствия адвоката, и именно поэтому адвоката допустили к нам. Да, что инициировали фактически адвоката, участие адвоката, Да. Но адвокат, он уже до того, как мы протокол начали составлять нам протокол, адвокат уже к нам выдвигался. Вот. Наш адвокат, которого мы пригласили, и очень просили, около часа, мне кажется, она не могла попасть вовнутрь. И да, к сожалению, к ребятам мы очень долго ждали. Но это, конечно, заявление не соответствует действительности. Это неудивительно.
Ну, ребята, я вот вижу, что вы уставшие. Не хочу дальше вас давить допросами дополнительными. Да? У вас и так сегодня был непростой день. Но спасибо, что в очередной раз посетили нашу студию. Спасибо, что реагируете на события, которые происходят в стране и за пределами. Ну и, наверное, земля, народ не товар. Вот наша энергетика. Удгил Гуаке, Уапсцы Кабзырги, Малдуб. И вот рядом с вот этой надписью была реклама эвакуатора. И знаете, сегодня очень многие пользователи Фейсбука так остро шутили на политические темы. И я должен сказать, что очень хорошо, что у нас есть молодежь, которая поднимает политические вопросы. И есть некое такое, на мой взгляд, заблуждение, что вот мы в политику не лезем. На самом деле нам необходимо заниматься политикой, то есть общественными вопросами всем вместе, для того, чтобы у нас было более справедливое общество, для того, чтобы у нас работали законы. И как сказал один небезызвестный юрист, Саид Гизерда, он сказал, что мы такой маленький малочисленный народ, что у нас нет выбора. Здесь каждый должен заниматься политикой для того, чтобы защитить интересы Абхазии. Поэтому спасибо за участие. Ну вот мы вернули ваши предыдущие плакаты, которые украшают нашу студию, именно к вашему приходу. Здесь большая компания поддержки Арах Пицунда, ваши друзья. Мы всем передаем привет. Ну и будем, это как бы такая романтическая такая часть, но здесь речь шла о нарушении ваших прав, и мы будем следить за тем, как будет реагировать власть на эти правонарушения. Да, они инициированы, это можно утверждать самой властью, но ей уже пора как бы останавливаться. Спасибо за визит. И вам спасибо за приглашение. Спасибо. Набирайтесь сил. Ждем на Абстахабар. Подписывайтесь на нашу страничку. Ставьте лайки нашим видео. Делитесь в социальных сетях. Мы обсуждаем самые важные вопросы. Абзирас.